Завязка сюжета в небесной школе Михаила. Силами солнца возвращенные, светлые миры одаряющие силы духа, быть Михаэля лучистым одеянием вы мыслью Бога определены. Он, Христа посланец, направляет в вас людей, несущую святую волю мира. Вы, светлые миров, эфирных существа, Слово Христа несите человеку. Так является вестник Христа, ожидающим, жаждущим душам. К ним лучится ваше слово свет в мировое время духа человека. Вы, ученики духопознания, воспримите Михаэля мудрый знак. Воспримите мира, воли, любовь, слово, действенно, в высокие душ цели. Итак, подведем итоги. Наступила эпоха души сознательной, и теперь пора человечеству, которое мы нянчили в течение всех прежних эпох, постепенно входить во взрослую жизнь. По человеческим меркам душа сознательная – это 35 лет. Уж точно пора взрослеть. А то что ж это на земле творится? Наверху летает дракон, который перекрыл дорогу в духовный мир. Агриман захватил всю землю и стал ее князем. Кругом бесконечные войны, эпидемии, да еще и инквизиция свирепствует. Не дает и шагу ступить, но детский сад, ей-богу, точно, пора взрослеть. Ну, насчет инквизиции уж чья бы корова мычала. Не вы ли в качестве доминиканцев породили ее? Не ссорьтесь, друзья мои, у вас еще будет много возможностей размахивать своей кармой. А сейчас сосредоточимся на нашей общей задаче – построении будущего. Теперь вы впервые становитесь соучастниками этого творения. Но мы наполнены исключительно древней мудростью, старинными традициями. Вряд ли с этим багажом мы что-то построим для будущего. Вот именно для этого и создана небесная школа. Поэтому так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вам предстоит всего несколько веков обучения, и вся ваша древняя мудрость мудрость превращается в современное практичное духовное знание, с помощью которого вы сможете принять эстафету творения у моих коллег высших иерархий. Так мало. Всего несколько веков. Что можно успеть за это время? Надо было хотя бы на пару тысяч лет. Что можно успеть за это время? Так мало. Всего несколько веков. Надо было хотя бы на пару тысяч лет раньше собраться. Ну, в любом случае, учиться – это очень хорошо. Это, это мы не проходили, это нам
не задавали. Но перед тем, как засесть за парты на несколько веков, давайте обговорим, что мы хотим получить на выходе, какой мир мы хотим построить благодаря этому обучению. Слышите, платоники, нечего ныть, мы все успеем. Мне нравится деловой подход аристотеликов, только не летите впереди паровоза. В целом мы пройдем полную программу обучения к XVIII веку. При этом вы периодически будете проходить стажировку на Земле, но не всей толпой, а по очереди. То платоники, то аристотелики. Затем будет дипломный проект «Космический культ», в ходе чего вся программа в имагинативном виде будет транслирована на Землю. Как священное, как священное знание мы открыто будем показывать прямо на небесах, как в парковом кинотеатре. Так ведь дракон, который на земле летает, первым это знание увидит и перехватит его. Не успеет, поскольку, начиная с 1841 года, мы будем этого дракона жестко щемить, пока не сбросим на Землю в 1879. А давайте мы потом спустимся на землю и будем его там преосуществлять. А то он на земле столько бед натворить может. А мы вас будем из духовного мира крышевать и готовить небесные субстанции, чтобы когда с драконом будет покончено, можно было ими строить будущее. Ладно, но когда мы с драконом разберемся, смотрите, чтобы вы там слишком долго не засиживались, потому что нам очень понадобятся ваши небесные субстанции и связь с духовными прообразами. Иначе как их воплощать на земле? Ну что, не подкачаете? Смотрите, чтобы вы не подкачали. Еще неизвестно, как вы справитесь с драконом. Во-первых, родившись на земле, вы все забудете, что здесь проходили, задавали. А во-вторых, дракон захватит всю спустившуюся на землю космическую интеллигенцию и направит ее против вас. И это к бабке не ходи. Да, ситуация, прямо скажем, непростая. Ну, просто миссия невыполнима. А ну без паники. Мы воссоздадим на Земле нашу небесную школу с 3 классами, обучившись в которой вы, как Ван Хельсинг, с любой нечистью справитесь. Так что уже к 1933 году вы сможете расчистить пути нашему Господу, чтобы Он мог явиться в эфирном для всего человечества. Отлично. Тогда в первой половине XX века мы полностью зачистим дракона, чтобы во второй половине смогли приходить платоники, и мы вместе к концу века преобразим Землю. Стоп, стоп, стоп. Неувязочка выходит. Мы придем, чтобы действовать к концу 20 века. Придем мы, принесем с собой чудодейственные новые методы из духовного мира. А к этому времени все аристотелики уже давно покинут земной план. Нормальную продолжительность жизни еще никто не отменял.
А потом, пока они, как положено, несколько столетий будут готовиться к следующей жизни, что мы будем сами без них делать? Наш же Ариман Сосветус живет. А можно нам по такому случаю очень быстро вернуться обратно, не через несколько столетий, а через несколько десятилетий? Хорошо. Я утрясу этот вопрос в небесной канцелярии. Аристотелики смогут очень быстро вернуться на Землю, чтобы вместе с платониками к концу XX века достичь кульминации нашего проекта. Более того, чтобы вы могли действовать на Земле с могуществом высших иерархий, к вам на помощь придет мой ближайший коллега Видар. Все впервые обращают на него внимание. А что ж, это он до сих пор ни слова не проронил. Так что, Видар, ты согласен с таким планом? Ну что ж, молчание – знак согласия. Я бы не посоветовал здесь острить, потому что, догадайтесь, с 3 раз, кто вступит на мое место, когда я в 1879 году свергну с небес дракона и пойду на повышение. Архангел Рафаил. Да вряд ли. Скорее, Архангел Гавриил. Трепачи. Эти хоть и мои коллеги, но совсем из другого прайда. А из нашинских на повышение пойдет именно будущий архангел Видар. Прошу любить и жаловать. А то, что он молчаливый ас, так это для вашей же пользы, чтобы побольше сил накопить. И когда Рагнарёк закончится, он вступит в битву с драконом на земле решающим образом и расчистит путь к эфирному Христу. Ну, мы, конечно, дико извиняемся, что над будущим начальником съязвили. Просто привыкли мы друг с другом словесные баталии на целые века устраивать. Да, извиняемся, но все равно здесь неувязочка получается. Опять неувязочка. Вечно у вас какие-то неувязочки. Ну серьезно, нужно сейчас все прояснить, потому что потом поздно будет. Вот придем мы на Землю, все позабываем, что мы здесь проходили, задавали, и друг друга позабываем. А ведь только благодаря внутренней связи мы сможем друг друга вспомнить. Так вот, слишком уж чужд нам наш далекий, незнакомый северный друг Видар. Если бы хоть кто-то здесь был из северных стран, где Видара знают с молодых ногтей, тогда у нас был бы связной. А так не хватает одного пазла во всей этой большой игре. Потеряемся мы, не найдем с ним связи на земле. Извините, меня тут зарядка подвела. Постойте, а что это за чел стоит угрюмый такой? А ведь тоже за все время ни слова не произнес. Что-то мне говорит, что он здесь неспроста. Друг, что ты там стоишь, как неродной? Иди к нам. Ты кто по жизни-то будешь? Я Гамлет, принц датский. Вот вам и недостающий пазл. Сам ты пазл. Но насчет связи с Видаром я только за.
Мы по характеру с ним полностью сходимся. Да, характер нордический, стойкий, беспощаден к врагам рейха. Ну все, хорош болтать. Большая перемена закончилась. Все на урок. Гамлет, а ты куда намылился? Что, ты только что закончил университет? Забудь это гандишапуровское обучение. Сейчас будешь учиться по-настоящему. Ты что, не понял? Тебе предстоит сыграть решающую партию. И притом в решающий момент всей этой большой игры. Существо космического юмора обращается к школьникам. Там Вот занавес. так еще в Средневековье началась наша история. Как вы думаете, ребята, удалась ли эта большая игра небесной школы Михаила? И с кем была эта игра? Сейчас откроется занавес, и мы увидим противника.